меня в гостях Муса Оздоев с канала «Войнях Док», значит, «Сердце Войнаха». У себя на канале Муса поднимает актуальные темы республики, вопросы межнациональных отношений, рассказывает об обычаях, традициях народов Кавказа. Канал Мусы – канал миротворца. У меня вы увидите фрагменты интервью со мной, который взял Муса. А полностью интервью вы увидите у него на канале, если перейдете на его канал. Ссылку я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Если вам интересно, зайдите к Мусе на канал и посмотрите, о чем мы с ним говорили. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Сейчас немножечко хочу все-таки выйти на связь с вами и объяснить, что у меня происходит, если получится снимать сегодня. У меня сегодня я ролик выпустила с абхазской аджикой. И потом начала себе делать заготовки для следующих солений. Мне надо было перец фаршировать и много чего. И буквально часа в 3, по-моему, в 4 часу мне звонит мой гость сегодня, будущий, если даст Всевышний, и говорит, что, спрашивает, дома ли я и когда можно ко мне приехать в гости. У меня мальчики после 7 только дома, поэтому я сказала ему, чтобы он приехал после 7. Он говорит, он понял, что я немножко в замешательстве. Я-то была в замешательстве тем, что просто заготовки делаю, да, и не была вроде бы. Но он говорит, как хорошо, что ты не готова к этому. Мы просто за столом посидим и попьем чайку. Конечно, просто посидеть за столом и попить чайку я не могу себе позволить, потому что этот гость у меня нечастый гость, можно сказать. Поэтому я быстро поставила варить домашнюю курочку. Вот она уже закипела. У меня времени, конечно, сейчас осталось только 2 часа, потому что мне нужно было убрать все заготовки, которые я сделала, перемыть посуду, вон, как видите, сделать много чего. Но это я все, алхамдулилла, успеваю. Надеюсь, моя курочка сварится. Просто единственная домашняя курочка варится подольше. Но уже 5 часов, гость придет, сказал, после 7, к 7, я надеюсь, она уже варится, что за 2 часа курочка у нас сварится. Я пенку сняла, закинула луковицу, закинула морковочку, чтобы была вкуснее. Тут у меня варится уже картофель для ингушской подливы. Подлива к мясу у нас. Зажарка, как видите, уже почти готова тоже. Это к подливе. И поставила я отваривать тыкву. Хочу к чаю сделать наших ингуш, лепешки с тыквой. Она почти готова. И, наверное, я еще поставила на разморозку мясо, вернее фарш. Быстро сделаю еще голубцы. Конечно, мне неудобно просто так отпускать гостя и не накрыть нормальный стол. И, наверное, я еще сделаю салат «Цезарь». Так, зажарка уже готова, я пока ее отставила. Теперь у меня вот для перцев поставила зажарочку. Мясо, правда, еще не, фарш, вернее, не разморозился, размораживается. Тут поставила сковороду для курицы, чтобы сделать «Цезарь». Курочка варится, картошка тоже, все идет в процессе. Галушки у меня замороженные есть, так что надеюсь, у меня все будет хорошо. Так, потихонечку накрываю на стол. Сделала салат «Цезарь», просто нарезку, значит, 2. Прислали мне рулет, моя подружка меринговый, он такой свежий, что я не смогла его нормально нарезать. Так, горячее еще нет, галушки у меня будут, курочка и перчики. Так, вот, как смогла, так быстренько сделала. Это медовик сын принес. Такой вот, руками трогаю. Нарезку сделала, фрукты, компотик. Сейчас поехал за водичкой просто за этой. И уже все на подходе, наверное, уже время. Вот как-то так. Я сегодня пришел к тебе в гости не для того, чтобы поговорить о твоем канале, а об этом мы тоже поговорим обязательно. Я сегодня пришел сюда, чтобы познакомить и твоих подписчиков, и моих подписчиков с тобой, как с человеком в целом, как с личностью, как с дочкой индийского народа. Вот в чем заключается смысл
сегодняшней записи и моей работы. Как блогер, начинающий, мне тоже было интересно узнать о тебе как можно больше и сколько мы можем рассказать для зрителей, для общественности, так скажем, да, для широких масс, для публики. Вот сколько можно приоткрыть, мы попробуем сегодня приоткрыть занавес и рассказать и о тебе, и о твоей семье. Хорошо, Лева? Канал «Как-то так» у Лейлы, он интересен, но это канал сугубо не создан, чтобы рекламировать кухню. Это канал, в котором ты хочешь рассказать, вот как само название, как-то так у Лейлы. То есть где-то ты что-то готовишь, где-то ты чем-то занимаешься или нянчишься с внучками и так далее. Это чтобы для моих зрителей было понятно, о чем речь идет. Ну, конечно, больше контент, больше времени уделяется у тебя на канале. Я, когда есть время, смотрю эти ролики, уделяется время и, конечно, на приготовление каких-то блюд. Я правильно? Да. Говорю. Скажи, пожалуйста, ты сегодня, вот я знаю, что ты тоже не ожидала, что я сегодня приеду. Ты почему так напряжена? Ну, Ты же когда вроде, меня снимает кто-то ты же другой. вроде ведешь блог. Ну вот сейчас ты хотя бы немножко расслабься, пожалуйста. Запись должна быть чисто такая душевная, спокойная, непринужденная. Договорились? Расслабься, успокойся. Я знаю, что ты поддерживаешь тесные отношения с своими, как и обязана нормальная войнавская женщина. Когда умер мой супруг, во-первых, у меня нет родного дивера, который бы нам помогал. Ну, именно у меня есть дивер, но он не может мне помочь. И у меня не было таких близких, чтобы... У меня были мярдевичи. Тогда жили. Старший и младший. Замало мярдевич, да, Эхтерс. Я всю жизнь буду благодарна ему. Я всю жизнь буду молиться за него, потому что меня никто не упрекал, мне помогли, потому что не то, что там я осталась без мужа, я осталась, в принципе, и без дома на тот момент. Перед тем, как он трагически погиб все-таки, мы продали дом, где мы жили, и собирались приехать сюда, и маленькая, 3 комнаты, маленькая времянка только была построена, даже ничего там не было сделано. Но мой муж очень хотел сюда переехать, и я уж меня спросил, когда была уже 3-я ночь, что ты хочешь? Так. Тогда, если честно, мне не было ни до этого, ни до этого. Но он все-таки сказал, надо решить этот вопрос сегодня. Ну, я сказала, в принципе, у нас и с мужем обоюдно было тогда уехать с этого села сюда, переехать. Он очень хотел здесь жить. Важно делать, что себе барьера. Если получилось, я бы хотела сюда переехать. Но кто мне дом построит, кто мне что сделает. На что он ответил? Дом будет, если хочешь переехать, поможем, сделаем. Вот так. И насколько его хватило, он нам помогал. Он помогал и материально, он собирал даже помощь для нас, много чего. Приезжал сам, в принципе, даже у меня там под навесом вкусненький описал жару был ужас. А что с моим нет. Чего хажрут, да и все родственники тоже. Лабр, сегодня, алхамдулилlah, у тебя взрослые дети. Ты сегодня довольна? Конечно. Оглядываясь назад. Во-первых, я же тоже была молодой. Так я говорю, и тоже была назад, глупой. да. И тоже могла бы много чего сделать, если бы моя мать не настояла на своем, например. То есть... От родителей очень много чего вот я... Действительно, тахан владела. Шивик гоях чаладила. Ник бютсидиш, фот цахажиш. Соях нисхедиш. Дают жена харцхеч. Сейчас много у нас, только бывает. Валлай, жас халу. Язык хамхаса хочет, а есть фасок попасть. Вот хазать язык. Но сук хатиш харцхеч. Надо понемножку, все равно надо терпеть. Везде надо терпеть.
В любом случае, даже, я не знаю, схачет. Везде должно быть и сабр, и терпение. И, конечно, ты в молодости не понимаешь, у меня тоже было очень много глупостей. Вот сейчас бы я бы все переделала, но это невозможно. Я это несколько раз и у себя говорила, когда у меня стримы были, что просто когда молодой, ты не слушаешь взрослых. Примерно. Но вот сейчас, если бы они сейчас послушали всех, не именно меня, а вот именно вот взрослых, что было, потом уже бывает поздно. Вот. Тем, кому сейчас не поздно, можно просто пересмотреть это. Жизни. Я бы много чего перетерпела бы, я тоже много чего не терпела, и я знаю, что я когда-то тоже была не права. Пояснить все эти принципы вайнавского адата тебе для этого ингушский язык хватит, русский язык хватит, или тебе надо будет все-таки прибегнуть к ингушскому языку, как к слову «эсдел», у него же нет прямого перевода. Да. Я зачем это сейчас все говорю, это больше для зрителей, чтобы воспитать людей и самому воспитаться. Я считаю, нам нужно сохранить свой язык, конечно, потому что в нашем языке и есть наша культура и наши адаты. Есть слово, а как тебе не стыдно, это не одно и то же. Мачатха эсдел, его невозможно перевести, потому что, чтобы перевести слово эсдел, надо использовать 5-6 русских букв. И оно уже теряет свой смысл. Поэтому сохранение родного языка, как и для любого нормального человека, для любого народа, это очень важная составляющая. Сегодня то, что твои внучки разговаривают на ингушском языке в совершенстве, тебя это радует? Конечно, радует. А ты, когда ведешь стримы, ты, конечно, с ними говоришь на русском, это понятно, потому что почти вся аудитория русскоязычная. Да. Но ты, когда вы без съемок разговариваете, ты с ними на каком языке говоришь? Это принципиально для тебя? Да. Это принципиально. А своим дочерям что ты говоришь? То же самое. Чтобы они с ними говорили на ингушском, да? Это важно, по-твоему? Важно. Сохранение языка для детей, развитие у них языка, это в первую очередь школа, детский сад или все-таки мама? Семья. Семья. Язык начинается с дома, правильно? Ну а дом начинается с мамы, правильно? То есть мама. Это я, как уже представитель мужского пола, хочу переложить ответственность на вас. Сегодня взрослые, у них есть свои дети, но они все равно, вот я вижу, приходят к тебе, я вижу, даже через экран чувствуется вот эта любовь, вот эта теплота. То, что мама любит детей, мать любит детей, это понятно. Но чувствуется вот эта теплота, вот это все, которое передается. Я вижу у тебя очень достойные, хорошие дети, и дай Аллах вашей семье всего самого наилучшего. Вашей маме мы пожелаем долгих лет жизни и, конечно же, здоровья. Аллах, сейчас, если ты позволишь, мы перейдем к вопросам. Я сейчас единственное тебе еще скажу. Родителям нужно быть, когда нужно родителями, когда нужно друзьями. Вот. Я иду с этим. Я могу быть сегодня и другом ему, когда нужно. И ему, и ей, или ему, только и ей? И так, да? И так, и так. И всегда, вот что я им говорила, не дай Боже, конечно, даже первым делом ты говоришь мне. Да. Вот что бы это же самое страшное, да? Даже если это, первое ты говоришь мне, что ей, что и ему. А я уже решу, что делать дальше. Это у меня идет с первого дня. Что бы у вас ни случилось, хорошее, плохое тем более. Теперь мы с тобой поговорим до того, как перейти к твоему блогу. Ты не устала от меня? Нет. Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, Я нормально отвечаю. сегодня, как ты считаешь, важно ли сохранение национальных традиций, культуры? Сегодня мы же видим, что свадьбы, как мы проводим, во что она превратилась? Это превратилось просто в застолье. И то в таком самом примитивном его
виде, потому что застолье имеет разные смыслы. Там, застолье с тамадой, там какой-то фольклор национальный. А здесь просто сугубо прием пищи, вот так вот. Я даже нашел, как это назвать. Это превратилось в обычный прием пищи. Со стороны гостей, а со стороны хозяек, я не хочу сейчас тебя лично упрекнуть, ну, как женщина, я сейчас про тебя говорю, как о женщине. Со стороны вас, женщин, это, извини меня, показуха. Вот эта еда, вот это разнообразие блюд, просто чрезвычайно дороговизна всего этого, чрезвычайно дорого все это, большие расходы. Но при этом мы отошли от тех, помнишь, раньше были свадьбы, танцы, шуточное сватовство, ведение невесты. Про это шуточное святоство сняла ролик и Стоять, обслуживать гостей и на свадьбах, и на других мероприятиях, включая религиозных, такие как Маулад, там, или еще что-нибудь. Вот этот сам процесс обслуживания гостей, это есть часть культуры нашего народа. Сегодня то, что мы уходим от этого, и наши дети не умеют элементарно обслуживать гостей, что парни, Это что неправильно. девушки, это беда. Конечно, беда. Например, когда я была молодой невестой, Хатиншхан, моя Нерна, моя свекровь, водила меня везде. Везде. На свадьбы, на похороны. Что бы ни было, суехеджи. И я, конечно, должна была обслуживать. И я должна была отцу Уалвасанс. Первый Вот так даже. Это То есть было так. твоя Это моя свекровь говорила, что ты должна быть лучше всех. Лучше всех по обслуживанию стола. Вот такой наказ она тебе давала. Конечно. И потом, действительно, я обслуживала, я умела это делать. А у нас много нюансов. Конечно, конечно. Угодить женщинам. Мужчин обслуживать Это совершенно несложно. Женщины капризные, Но да? обслужить женщин, это вообще было Да. сверх. И вот я даже у себя на канале это говорила. Пойти, поехать. Но опять-таки у нее было так, что она настолько меня возносила, настолько меня любила, что мне нужно было обслужить именно почетных гостей. Не просто так там. Бехкиш. Бехкишнахау, ты вызовешься. И вот, конечно, я приходила домой, мы приходили домой, и уже она уже мужу своему, моему свекру отчет отдавала. С гордостью рассказывай. Короче, она гордилась тем, что вот женщины про меня вот сказали, что вот хорошо обслужила. Сейчас действительно этого не видят. Менталитет. Это видно во всем, абсолютно. Может быть, это поймут только в войнах, но это понятно. Начиная от формы одежды. Начиная от формы одежды, ты стараешься соответствовать. Ты понимаешь, что ты несешь ответственность. Что ты можешь посоветовать для начинающих блогеров? Какие здесь секреты успеха, если можно поделиться? В чем секрет? Это может быть простые правила, которые ты не заметил. Если есть, то скажи, вот секрет было в том. Ну, я не могу сказать, что секреты какие-то. Во-первых, я не считаю себя еще успешным блогером, если честно. Да, понятно, это скромность. Во-вторых, я по сей день волнуюсь. И честно, каждый раз переживаю, пускай будет не в обиду русскоязычным, переживаю, чтобы именно мой народ меня понял, и я что-то неправильное не сделала. А почему не должно быть обидно? А вдруг я что-то не так сделала? Нет, я говорю, русскоязычным что должно быть обидно? Что я вот именно акцентирую на своем Да народе. нет, это наоборот. Это похвально. Это действительно идет от души, действительно я стараюсь именно, чтобы меня поняли наши подписчики, наши люди. И я горжусь тем, что, по крайней мере, пока меня еще никто из наших не осудил. А за что тебя не должны были осудить? Я не знаю, комментарии бывают много. Ну, это тролли. Во-первых, своим примером надо это все показывать.
самое лучшее воспитание, твой пример. Я не, ну, и сейчас будет это не скромно с моей стороны, наверное, но тем не менее. Если ты будешь уважать в первую очередь своего мужа, даже в первую очередь родителей мужа сначала, а потом уже своего мужа, оттуда уже, мне кажется, я не знаю точно, будет уже уважение тебя, твоих детей, будет уважение, что они, твои дети будут тебя уважать своего отца, своих родителей. Во-первых, не уходить от своих родных, именно от родных, и тех, с обоих сторон, что и их нужно почитать одинаково. Не делать, что вот это его родители, это ее родители. Почему? Причем, может быть, даже мерцей есть блокаларпис. Все, уже твоя семья, ты оттуда ушла. Зря мы чаяхат из халха хайхейн чворда адрлакзурум. И бахшна. Какую арбу сел? Ту песню пей. Ту песню и пой. Поэтому я знаю, что это сложно. Но по-любому, уже царь мухтаис без геня мут. Вы издел аяхашвис. Сухам смашка худом да суха. Именно и ханзам хэш ваш хочет некоторым не нравится. Но хэш ваш вот действительно и радоваться, что гость к тебе пришел, что ты можешь его угостить, что у тебя есть чем его угостить, постараться для него. Раньше вообще, но все равно для гостя стояло все равно что-то. Всегда стояло в иначках у наших матерей уже. В любом случае. По-любому было что-то всегда, что не было на всегдашнем нашем столе. Всегда. Мы этого не могли себе позволить, конечно. но для гостя это стояло. Всегда стояло. Все лучше. Насколько бы мы сложно не жили, да, мы не могли это поставить на стол, но для гостя это стояло, и в любой момент это все, когда приходил гость, ставилось на стол. Да. Поэтому я сейчас вот на этом веселом ноте закончил свой разговор. Хочу тебя поблагодарить за теплый прием, за гостеприимство, за то, что ты согласилась на эту передачу. Я поясняю для зрителей, мы заранее никакие вопросы не обговаривали. Она не знала предмета обсуждения, абсолютно не была к этому готова. Это была сугубо моя личная инициатива. В рекламе этот человек не нуждается. Но я еще раз напомню, друзья, кто смотрел нас, в описании будет ссылка на ее канал, а также будет ее телефон, по которому вы можете сделать заказы на те или другие блюда. Готовит она изумительно, я вам это со всей ответственностью говорю. И то, что я сейчас говорю, я вижу, она смущается, она не хочет, чтобы я это говорил, но я это все-таки говорю, потому что пусть это будет тоже какая-то частица с моей помощи в твоем добром, хорошем начинании. Дай Аллах тебе всего самого наилучшего. Большого тебе успеха и счастья. Ну, успехов твоему каналу тоже. Да.